Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем водителя арендованного автомобиля, который не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться от автоинспекторов. Я даже не думал, что реально мне показывают. Поэтому я просто поехал. Расскажем, как на Оренбургском тракте сегодня насмерть сбили косулю. И как водители после аварии узнали, где на самом деле главная дорога. Была возможность не попадать. А также с поличным задержали 18-летнего молодого человека, который раскладывал наркотики в тайники. Наркотик мефедрон. Где? В куртке. За недолгий незаконный труд он может 1,5 десятилетия провести в заключении. Все это в ближайшие 10 минут. 25-летнего водителя арендованного Volkswagen Polo остановили автоинспекторы после преследования на улице Ижевская. Водитель заехал в тупик, и остановка оказалась вынужденной. Требованию об остановке молодой человек не подчинился на проспекте Амирхан у авторынка и с большой скоростью направился в сторону авиастроительного района. Причина нежелания встречи с сотрудниками ГИБДД была понятна сразу: от молодого человека сильно пахло алкоголем. Я даже не думал, что реально мне показывают. Поэтому я просто поехал. Он уверял, что вышло просто недопонимание. Машин было несколько, и кого именно инспектор останавливает, не понял. Не заметил и преследования. Несколько километров не видел за собой патрульного автомобиля. При этом не обращал внимания на сигналы светофора и ограничения скорости. С проспекта Амирхан он доехал до тупика на улице Ижевская. Дальше пути не было. Со авторынка за тобой ехать ты не понимал? Там не видно было. Что за мной делают? А сюда свернул, в тупик. Там уже осознание пришло, думаю, это реально. Причину такой невнимательности автоинспекторы поняли сразу, как только подошли к молодому человеку. От него исходил запах спиртного. И водителя тут же отстранили от управления транспортными средствами до определения его состояния. Отстраняем его протоколом отстранения. Вот здесь вот. Копию поставьте. В присутствии понятых молодому человеку предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. Обязательная процедура для выяснения, пьян человек или трезв. Далее вам предлагаем продуть на месте прибор алкотестер. Будете продавать алкотестер? Погромче скажи, чтобы понятые слышали. Нет, отказываюсь. Отказался он и от медицинского освидетельствования в больнице. В больнице. На свидетельство не поедете? Нет, отказываюсь. Молодой человек не отрицал. Пил перед тем, как сесть за руль. Говорит, в таком состоянии ездить ему не страшно. Пил немного. Ты пил что? Много? Так продулся, может, ты не показал бы ничего. Нет, вряд ли. Он уверял, права просто жгут ему карман и не знал, как от них избавиться. И тут представился случай. Работа такая. Больше ничего. Долгая история. Теперь после суда работать молодому человеку будет лучше. За езду в нетрезвом виде предусмотрено лишение прав на срок до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Трудиться ему придется усердно, потому что помимо этого на него составили административные протоколы за невыполнение требований об остановке, проезд на красный сигнал светофора и выезд на встречную полосу. За каждое нарушение предусмотрен штраф. Помимо этого 110 тысяч ему предстоит выплатить сервису аренды автомобилей за езду в нетрезвом виде. 15 тысяч за нарушение правил движения за рулем каршеринга и 55 тысяч за эвакуацию машины на штрафстоянку. Написала Минязова, Дарья Кореева, вызов 112. Неизвестный водитель сегодня утром сбил косулю на Оренбургском тракте в Казани и скрылся с места происшествия. Животное скончалось. На место выехали сотрудники ГИБДД и инспектор по надзору в сфере растительного и животного мира и особо охраняемых природных территорий республики. По факту происшествия было возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование. Сейчас автоинспекторы устанавливают, какой именно автомобиль сбил животное и уехал с места наезда, а также кто был за рулем транспортного средства. Автомобили из каршеринга и «Лада Веста» столкнулись на пересечении улиц Челюскина и Айдарова. Столкновение было неожиданным для обоих водителей. И оба были уверены, что едут по главной дороге, поэтому смело выехали на перекресток. Вот поехал жену забирать, называется. Машину, говорит, не жалко, не своя. Сами не пострадали, разве что немного ударился рукой. Но за травму это не считает. Единственное, приходится платить за каждую минуту до оформления происшествия. Все это время пока на мне это аренда. Рассказывает, ехал по улице Айдарова. Сам до недавнего времени не знал, что она главная, но обходилась без аварий по его вине. Ехал с скоростью по
отправим в ПДД. А вот молодой человек, он, получается, как летел оттуда, не знаю, на какой скорости. Я сам иногда тоже думал, то, что там знак стоит, главная дорога. Думал поначалу, потому что я главный, а оказывается, тут дорога главнее. Порой иногда был сам неправ, но это первая авария у меня. Свои ошибки водитель «Лады» понял, когда столкновение было уже не избежать. Главная дорога заканчивается перед пешеходным переходом, недалеко от перекрестка. Вину признал полностью. Наступила на дорогу. Единственное, за что я жалею, руль не вывернул. И единственное, что я жалею, что нужно было держать скорость меньше. Ехал, говорит, и так не быстро, километров 50 в час. Из-за гололеда избежать столкновения было невозможно. Была возможность не попадать в такую ситуацию. Этот урок он запомнил. Опыт обошелся недешево, но могло быть печальнее. Люди не пострадали, а автомобиль можно восстановить. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева, вызов 112. Toyota Land Cruiser и Volkswagen Polo столкнулись на перекрестке улиц Островского и Хади Такташ. Удар был сильный, легковушка после аварии самостоятельно передвигаться не могла. Ее водитель рассказал, что двигался прямо, а встречный внедорожник стал поворачивать налево, и избежать аварии было невозможно. 16-летнего курьера, который занимался незаконным заработком, задержали полицейские Автограда. В полицию стали поступать заявления от обманутых пенсионеров. Пожилые люди сообщали, что на их телефоны звонила женщина, которая представлялась родственницей, а затем начинала громко рыдать в трубку. Она вводила в заблуждение доверчивых стариков, говорила, что попала в аварию, в которой пострадал человек, и на его лечение требуются деньги. Пожилые женщины и мужчина отдали курьеру общей сложности 365 тысяч рублей, и только после этого позвонили родным и узнали, что их обманули. За несколько часов личность курьера была установлена, его лицо попало в камеры видеонаблюдения. 16-летнего молодого человека задержали. Он рассказал, что подработку нашел в интернете. В обязанности входило наведываться по указанным ему адресам, забирать у пенсионеров деньги и переводить их на счета аферистов. Определенный процент при этом разрешали оставлять себе в качестве зарплаты. Долго не раздумывая, парень согласился. За мошенничество в составе организованной группы по предварительному сговору ему может грозить 10 лет лишения свободы. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотрено статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений, выявляются соучастники противоправных действий. Почти столько же, сколько прожил на этом свете, может получить от Фемиды 18-летний молодой человек, задержанный полицейскими во время оборудования тайников с наркотиком рядом с одним из домов на улице Тунакова в Казани. На его след оперативники вышли, проверяя информацию о возможном распространителе запрещенных веществ. Сообщение оказалось достоверным. При себе у парня было около 70 граммов синтетического наркотика. Часть запрещенных веществ он уже успел спрятать в тайники. После задержания во всем сознался. Суд учитывает раскаяние. Наркотик мефедрон. Где? Внутренний карман. Куртки. Да. Внутренний карман куртки. Что-то скрывать молодому человеку смысла уже не было. Его задержали с поличным при оборудовании тайников с запрещенными веществами. В чем он? Как он? Изолент. Какого цвета? Черный. Черного цвета. Изолент. Один большой комок или как? Нет, рассыпан. Да. Много комок? Да. Для чего вам эти свертки с наркотиками? Для распространения. Для распространения, то есть за зарплату, да? Молодой человек сознался, трудился закладчиком наркотиков. Правда, недолго. Работу нашел в одном из мессенджеров. Своих работодателей никогда не видел. В этот день уже успел оборудовать несколько тайников. Но план не выполнил. Все, что успел спрятать, нашли полицейские. Что ты сказал, мефедрон? Да. И правый наружный карман куртки один сверток, мотанный изолентой. С магнитом, да? Светлого цвета. Помимо этого, молодой человек указал места уже оборудованных тайников. Запрещенные вещества изъяли и оттуда. Общая масса изъятого составила около 70 грамм мефедрона, что подтвердили результаты проведенной экспертизы. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ». Если его вина будет доказана, следующие 15 лет он может провести в местах лишения свободы. Алия Хайрудинова, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.